الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. Дорогие братья, продолжаем с вами изучение суры Аль-Бакара. И прошлая лекция была посвящена, наверное, одним из самых устрашающих аятов. Это качество лицемеров. Мы приступили к изучению третьей категории людей, о которых Аллах Субханаху ва Тааля сообщает в начале суры Аль-Бакара. Это мунафики. Мунафики, лицемеры, которые внешне выказывают веру, однако в сердце таят неверие. Внешне проявляют почтение к религии, к мусульманам, однако в сердце они таят злобу и ненависть к религии и к мусульманам. И эти люди, о которых Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инналь мунафикина фид даркиль асфали минан нар», воистину лицемеры будут в самой низшей степени ада, в самой глубокой части ада. Их коснятся самые мучительные и самые ужасающие наказания. Упоминание лицемеров в суре Аль-Бакара начинается со слов Аллаха: «Вамин аннаси ман якулу аманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум биму'минин». И среди людей есть такие, которые говорят: мы уверовали, однако суть они неверующие. «Юхади'ун Аллаху валладина аману ва ма яхдa'уна илля анфусахум ва ма яш'урун». Они обманывают Аллаха и верующих, пытаются обмануть Аллаха и верующих, но на самом деле они обманывают лишь самих себя. И далее Аллах Субханаху ва Тааля упомянул некоторые из их качеств. Мы упомянули одно, где Аллах говорит: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. И когда же им говорят: не распространяйте нечестие на земле, не творите бесчинство, они говорят: мы лишь совершаем благо, мы распространяем благо. Однако Аллах Субханаху ва Тааля говорит: нет же, они есть нечестивцы, которые распространяют грехи и нечестие на земле, но они этого при этом сами не чувствуют. Они думают, что они на правильном пути, они думают, что поступают правильно, но по сути они являются теми, кто ошибается и распространяют нечестие. На этом месте мы с вами остановились и продолжим со следующего аята. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, далее описывая лицемеров: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ». И когда же им говорят: уверуйте так же, как уверовали люди, как уверовали другие люди, мусульмане, из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, искренне признав правоту религии и войдя в религию полностью, как Аллах говорит: «Удхулу фиссильми каффа», входите в религию полностью, не только часть взяв религию, которая удобна, а всю религию. Что же они говорят? «Калу ану'мину кама амана ас-суфаха». Они на подобные призывы отвечают: а разве мы будем веровать подобно глупцам? Так говорят лицемеры и так говорят неверующие. Они говорят: верующие люди, они глупцы, они безграмотные, они неосведомленные, они не знающие, и они в заблуждении. Но что же Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аля иннахум хумус суфаха, валякин ла я'ламун». Однако нет же, напротив, они и есть глупцы, но этого они не знают, они этого не осознают. Их сердца запечатаны, их разум замутнен, и они полагают, что путь, по которому идут, он есть правильный,
но суть это есть заблуждение. И они полагают, что люди, которые веруют в Аллаха Субханаху ва Тааля, они совершают это из-за глупости, из-за безграмотности, из-за незнания. Однако же все наоборот. Верующие люди, их разум открыт, их сердце чисто, и они осознают и понимают суть этого мироздания. Они понимают величие Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах открыл им сердца. А лицемеры и неверующие же, они не понимают этого. И говорят они, как же мы будем веровать подобно глупцам? То есть лицемеры имели в виду сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И в дальнейшем, даже и в наши дни, мы можем эти слова слышать. Да, от некоторых людей, которые говорят, как же вы можете верить? Вы глупые, вы безграмотные, вы не знающие. Однако суть, что они и есть те, которые глупы. Они не пользуются тем разумом, который даровал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля для познания сути вещей, для познания сути Вселенной. Они видят чудеса, которые их окружают, но они не понимают их. Они изучают этот мир со всеми его сложным устройством и конструкцией, и в то же время они отказываются признать, что мир этот был создан Всевышним Творцом, имеющим безграничные знания и могущество. И придумывают различные отговорки, либо заменяя определенные слова, говоря «природа», либо повествуя о случайном появлении всего сущего, что само по себе является, конечно же, глупым утверждением. И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваида лакул ладина аману калу аманна». И когда же они встречаются с верующими, они говорят: мы веруем. Мы веруем так же, как и вы веруете. Мы признаем правоту религии. «Ваида халяу иля шаятинихим», но когда они возвращаются и остаются наедине со своими шайтанами, что они говорят? «Инна калу инна ма'акум иннама нахну мустахзиун». Они говорят: мы с вами, мы лишь издеваемся над верующими. Мы лишь издеваемся над верующими. Мы лишь показываем им свою веру, мы лишь подшучиваем и шутливо приписываем себя к их числу. Здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и когда они возвращаются к своим шайтанам, что подразумевается? Слово «шайтан», мы его часто слышим, и порой у людей ложно складывается понимание, что шайтан – это лишь джинны, из числа джиннов. И он всех джиннов порой именует шайтанами. Однако же это не так. Шайтан, вообще само слово, если вернуться к его происхождению, оно образовывается от арабского глагола «шатуна», что в переводе означает «быть далеким». Почему шайтан назван таким словом? Потому что он далек от милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Он лишился этой милости. Почему же? Потому что шайтаном в арабском языке именуется каждый упрямец непокорный, будь то человек, будь то джин, будь то даже животное. Упрямое, непокорное, непослушное животное, оно именуется шайтан. И человек, который упрям, непокорен, не повинуется Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, он также именуется шайтан, и джин из того же подобия. То есть мы из этого понимаем, что шайтан – это не только джинны, которые делают наущевание людям. Нет. Но могут быть и люди-шайтаны, могут быть и животные. Как, например, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что черная собака – это есть шайтан. И Аллах Субханаху ва Тааля, указывая на это, на то, что шайтаны, они могут быть из числа джиннов и из числа людей, в Коране говорит: «Вакадалика джа'альна ликулли набийин адуван шаятин аль-инси валь-джин». Итак, мы сделали каждому пророку врага из числа шайтанов людей и шайтанов джиннов. Сделали каждому пророку врага, шайтана из числа людей, из числа джиннов. Таким образом, мы понимаем, что люди, которые покорны Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, они именуются мусульманин, тот, который покорился. А тот же, кто проявляет упрямство, тот, кто отрицает величие Аллаха Субханаху ва Тааля, который проявляет высокомерие, этот человек именуется шайтан.
И также джин, который проявляет покорность Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, который выполняет цель, которую Аллах установил, а это поклонение Аллаху, он тоже именуется муслим, верующий, покорный Всевышнему Аллаху. Но джин, который проявляет непокорность и упрямится, он именуется шайтан. Мы понимаем, значит, и люди есть верующие, и неверующие, и непокорные, есть также джинны, покорные и непокорные. Ведь людям и джиннам Аллах Субханаху ва Тааля в Коране повелел поклоняться Ему. Как в Коране говорит: «Ва ма халактуль джинна валь инса илля ли'абудун». Я создал джиннов и людей лишь для того, чтобы они поклонялись Мне. Так вот же, когда лицемеры с мусульманами, с верующими, они показывают свою веру, они показывают свою искренность, показывают свою набожность, богобоязненность. Но когда они остаются со своими шайтанами, то есть приспешниками, и в данном случае в первую очередь упоминаются их главы, а в то время, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это главы многобожников, язычников, иудеев того времени. Когда они к ним приходят, когда в их окружении остаются, они говорят: нет, мы с вами. Из-за страха, из-за неудобств, которые они испытывают перед этими людьми. Они говорят: мы с вами, я не являюсь из их числа. Из этого аята мы понимаем, что одно из качеств лицемеров, что они боятся показать свою веру и стыдятся этого. Они с верующими одно показывают, но когда с неверующими, они показывают себя по-другому. А верующие же люди, они одинаковые везде, одинаковые всегда. Они и с мусульманами, и рядом, когда с немусульманами, они не стыдятся своей религии, они признают свою религию, они говорят, что он мусульманин. И где бы он ни был, он стремится выполнять свои обязательства перед Аллахом Субханаху ва Тааля. На работе он не стыдится читать намаз, не боится никого. На улице, возможно, у него время намаза застало, он останавливает машину, он будет читать намаз. Или где-то в другом учреждении, например, время намаза выходит, он не стоится, не боится никого, ведь он открыто говорит и признает, что он мусульманин, покорный Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Но что же говорит далее Аллах? Аллаху ястахзиу бихим ва ямуддухум фи тугьянихим я'махун. Эти лицемеры говорят: мы насмехаемся и мы издеваемся над верующим. И что же говорит Аллах в наказании им? Аллах же поиздевается над ними. Аллах же будет насмехаться над ними. За что? За то, что они пытались обмануть Аллаха, насмехаться над Его религией и мусульманами. И Он оставит их в заблуждении, блуждать в их непокорности и в их грехе. Для чего? Для того, чтобы они еще больше совершили нечестие. Есть такая форма наказания, когда Аллах Субханаху ва Тааля человеку открывает все пути для пропитания, для удела, для блага, для наслаждения. И он, полагая, что Аллах любит меня, он радуется этому. А на самом деле это есть такое понятие, как истидрач. То есть Аллах Субханаху ва Тааля человек к грешному, непокорному, порочному, видя его грехи, он ему дает еще больше. И человек пользуется этими благами, еще больше грешит. И Аллах ему еще дает, еще дает, еще дает. И этот человек радуется, думает, что Аллах любит меня, и все больше и больше утопает в своих грехах и пороках. И потом резко Аллах Субханаху ва Тааля их схватит, как об этом нам упоминается в Коране. Так как же отличить то, что благо, удел, богатство, которое пришло человеку, оно является как милость Аллаха, или же оно является наказанием для тебя? Все очень просто. Каждый человек должен заглянуть в свое сердце и проанализировать свои поступки. Если в сердце его богобоязненность, искренность, и поступки его правдивы, и он далек от греховного, значит, пусть благодарит Аллаха Субханаху ва Тааля за те блага, богатства и удел, которым Аллах его одарил. Однако, если он видит, что в сердце его порок, в сердце его болезнь, поступки его порочны, греховны, и он далек от всякого милости, то значит, это есть истидрач, то
то есть наказание Аллаха Субханаху ва Тааля этому человеку. И надо быть предельно осторожным, спешить к покаянию и изменению своего образа жизни. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля может человека схватить именно в этот момент, когда человек будет в грехе, когда человек будет в ослушании, и он умрет на этом. И каким же образом Аллах Субханаху ва Тааля будет насмехаться, да, как приводится, либо же ястахзиу, то есть поиздевается над ними. Так же, как эти лицемеры издевались в этом мире, каким образом показывали свою веру, и тем самым они получили определенные блага. И в судный день Аллах Субханаху ва Тааля упоминает их положение, как же оно произойдет, их наказание за это действие. Аллах говорит: «Яума якулу аль-мунафикуна валь-мунафикату лилладзина аману нзурна нактабис мин нурикум». В этот день лицемеры, мужчины, лицемеры, женщины обратятся к верующим и сказать: «Подождите нас, дайте нам немножко от вашего света». Тут ученые говорят, упоминается событие судного дня, когда будет этап в судный день и будет полный мрак. Один из этапов судного дня уже непосредственно перед путем в рай будет полный мрак. И Аллах Субханаху ва Тааля будет давать свет, чтобы этим светом люди руководствовались и шли к раю. И с этим светом они переходили через сират, через мост. Так вот же, верующим этот будет дарован свет, и лицемеры тоже будут в их числе. Они будут в их группе, и они будут идти к этому свету. То есть у них уже тоже будет надежда. Аллах Субхану Тааля им даст надежду в судный день. Но и в самый последний момент, когда они уже думали, что спаслись, и думали, что смогли перехитрить Аллаха Субхану Тааля, Аллах Субхану Тааля заберет у них свет. Что говорит? И они будут кричать: «Стойте, дайте нам ваш свет. Мы же были с вами». Им скажут: вернитесь назад и ищите там свет себе. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. И между верующими и лицемерами будет выстроена стена, в которой есть ворота. Одна сторона которой милость, а другая сторона которой наказание. И они скажут: «Юнадунахум алям накум ма'акум». И они будут кричать: разве мы не были в вашем числе? Мы с вами выстаивали молитвы, мы с вами участвовали в определенных поклонениях, мероприятиях, мы были с вами же. Они скажут: «Калу баля», да, верующие скажут: вы были с нами. «Валякиннакум фатантум анфусакум ватараббастум вартабатум вагарраткум аль-амани». Однако же вы соблазнили самих себя, вы впали в искушение, в грех, вы выжидали, вы сомневались и обольщались ложными надеждами. «Хатта джаа амруллахи», пока не пришло повеление Аллаха. «Вагарракум билляхи л-гарур», и дьявол ввел вас в искушение относительно Аллаха. «Фальяума ла юхаду минкум фидьятун», и в этот день вы не сможете откупиться. «Валя мин алладина кафару», и не смогут откупиться неверующие. «Ма'уакумун нару, вахия маулякум ва би'саль масир». Ваше возвращение в ад, в огонь, и оно подобает вам. И какое же скверное место пребывания это. На этом месте у нас завершается описание лицемеров в суре Аль-Бакара. Первым качеством было, что когда им говорят: не распространяйте нечестие, они говорят: мы лишь пытаемся все исправить, наоборот. Но при этом они не чувствуют этого. Второе качество было, когда им говорят: уверуйте подобно, как уверовали другие верующие, полностью искренне, они говорят: как же мы будем веровать, как глупцы, они отказываются верить. Когда они встречаются с верующими, они показывают свою веру, правоту, правдивость, богобоязненность. А когда они остаются с шайтанами, с неверующими, со своими покровителями, они говорят: нет, мы не с ними, я не являюсь из их числа. Тем самым насмехаются. Тут же, дорогие братья, хотелось бы еще вернуться к другим аятам из Корана и хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где также описываются лицемеры и приводятся их качества. Потому что раз уж мы затронули качество лицемеров, нам необходимо и больше в другие качества углубиться, для того, чтобы самим сторониться этого и самим быть далекими от этого. Ведь, как мы упоминали, даже великие сподвижники, как Умар ибн аль-Хаттаб, они боялись лицемерия, они страшились этого. Ведь наказание за лицемерие, оно действительно ужасающее. И поэтому вернемся к
несколько аятов Корана. Наряду с тем, что мы уже упомянули, то, что лицемеры являются неверующими, они считают, что они распространяют благо на земле, и они выказывают свою веру. Также из их качеств является, что они испытывают ненависть, и они испытывают зависть к мусульманам и верующим. И когда верующих касается какое-то благо, они грустят из-за этого. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ин тусибика хасанатун тасухум». Если, говорит, тебя коснется благо, то есть пророка, саллаллаху алейхи, им это приносит несчастье. Они, видя в пророке, саллаллаху алейхи, и видя в других мусульманах какие-то блага, в их сердце появляется ненависть, в их сердце появляется зависть, в их сердце, да, они не радуются этому, они не радуются за мусульман, за верующих, а наоборот, они завидуют и желают, чтобы мусульмане лишились этого блага. Значит, они завидуют. Второе, они издеваются и насмехаются над религией. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя-ин саальтахум ля якулунна иннама кунна нахуду ва наль'аб». Если ты их спросишь, они скажут: мы лишь играли и забавлялись. «Куль абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Скажи, разве над Аллахом, над Его посланником и над знамениями Аллаха вы насмехались? «Ля та'тадиру кад кафартум ба'да иманикум». Не оправдывайтесь, вы впали в неверие после того, как уверовали. Тут вот поднимается вопрос насмешек, шуток, касаемых религии. Это и есть качество лицемеров. И это действие является тем действием, которое выводит человека из религии. Религия — это вопрос, в котором неприемлемы никакие шутки, никакие насмешки. Но люди порой относятся к этому легкомысленно. Могут упоминать различные анекдоты, да, различные притчи, пересылать какие-то картинки, рисунки, карикатуры. Это все является формой насмехательства над религией Аллаха Субхану ва Тааля, что ни в коем случае неприемлемо. Также из качеств лицемеров, что они лживы. Они лживы. Они лгут даже касаемо того, что они верующие, и они клянутся этим. Как Аллах говорит: «Ваяхлифуна биллах иннахум ламинкум, вамахум минкум, валякиннахум каумун яфракун». И они клянутся Аллахом и говорят, что мы с вами, мы из вас, мы верующие, но они же не являются из вашего числа, говорит. Также из качеств лицемеров аль-амру биль-мункар, они побуждают к порицаемому и отворачивают благое. Мы знаем, что из качеств верующих это что? Побуждение к одобряемому и предостережение от порицаемого. А у лицемеров наоборот. Они побуждают к порицаемому и они предостерегают от благого. Об этом Аллах Субхану ва Тааля в суре Тауба говорит: «Аль-мунафикуна валь-мунафикату ба'духум мин ба'д». Лицемеры мужчины, лицемеры женщины, они принадлежат друг другу. Они из общего числа, их качества одинаковые. «Я'муруна биль-мункари ва янхауна аниль мункар». Они побуждают к порицаемому, и они предостерегают от благого. Так и есть, да, есть такое явление, что люди, они боятся побуждать человека к благому, но при этом они не боятся человека побуждать к греховному. Они порицают, наоборот, благие поступки. И в этом же аяте упоминается еще одно качество, и оно тоже очень страшное, да, и касается каждого верующего, и касается, да, в частности, нас, которые постоянно, скажем, ходят в мечеть, и касается этого вопрос садака. Аллах Субхану ва Тааля говорит о лицемерах: «Ваянхауна алиль мункар ва якбидуна айдияхум». Они удерживают свои руки, говорят, они сжимают свои руки. Лицемеры что делают? Они сжимают свои руки. От чего? От садака. Они не расходуют свое имущество, которое дал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Это очень страшно это. Да, ведь мы порой иногда, к сожалению, наблюдаем такое явление, что человек, ходящий в мечеть, постоянно, регулярно посещая мечеть, он в то же время не заботится о мечети, да, и не расходует, не дает садака. Это очень дурное явление. А ведь садака, да, от слова сидк, правдивость. Давая садака, человек доказывает правдивость своей веры и правдивость того, что любовь к Аллаху у него превыше любви к
мирскому и богатству. А у лицемеров наоборот, они любят богатство, они стремятся к этому богатству, они его держат в руке, и они ни в коем случае не будут расходовать его на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, еще одно из их качеств, они жадные, и они удерживают и свое имущество, не расходуют на пути Аллаха. Также из качества Аллаха, из качества лицемеров, которые упоминает Аллах в Коране, они ненавидят и им неприятные законы Всевышнего Аллаха. Как Аллах в Коране говорит: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Это потому, что они возненавидели то, что не спаслал Аллах. И их деяния оказались тщетными. Это тоже очень страшный момент. Потому что у человека, если в сердце есть непризнание, недовольство теми законами, которые не спаслал Аллах Субханаху ва Тааля, он не согласен с ними, он считает их какими-то несправедливыми, неправильными, то это уже является недовольством религии Аллаха Субханаху ва Тааля, что в свою очередь приводит к неверию и приводит к лицемерию. Например, женщина недовольна тем, что мужчинам можно жениться на нескольких женах. Да. Тут есть важная разница, да. Одно дело, если она недовольна этим, и она не согласна с этим пунктом религии, да, это великий грех. Однако женщина, да, она может признавать, она может соглашаться, но ни одна женщина не захочет, чтобы ее муж взял вторую жену. Это другое. Это уже не входит в эту категорию. Да, это уже категория ревности. Однако, если же женщина, да даже, может, некоторые мужчины могут быть не согласны с этим пунктом, говоря, это несправедливо, это есть ущемление прав женщины и так далее, это уже ненависть, это уже не признание закона Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Или же, например, раздел имущества после смерти человека. В разделе имущества у нас дети, мужчины, мальчики, они получают в 2 раза больше, чем девочки. И тот, если не согласен с этим, если он недоволен с этим и говорит, это есть ущемление, несправедливость и так далее, и в его сердце вот это сидит, гнев и ненависть, то это уже является проявлением лицемерия. И другие законы Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Верующие, они полностью признают законы Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Они говорят: «Калю сами'на ва та'на», мы слушаем и повинуемся, и в их сердцах их нету никакой ненависти, нету никакой неприязни, непокорности по отношению к тому, что постановил Всевышний Аллах. Ведь эти законы ниспосланы мудрым, знающим Аллахом, который знает, что лучше для его творения, чем сами его творения. И раз Аллах так постановил, значит, в этом есть благо для нас. Если Аллах что-то запретил, значит, в этом запретном есть зло для нас. Это и есть качество верующих. А лицемеры же что? В сердце у них ненависть сидит к этим законам, они не согласны. И они могут даже это явно не показывать. Они могут этого не говорить, но в сердце у них может это сидеть. И также из качеств лицемеров это отношение к намазу. Каково отношение к намазу? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вайза каму иля ссаляти каму кусаля». Они, когда встают на намаз, встают лениво. На намаз, когда встают, они встают с ленью, не хотя встают на намаз. Это тоже один из самых страшных аятов в Коране. У верующего человека не может быть лени в отношении намаза. Наоборот, должно быть стремление, искренность в выстаивании намаза. Да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своему муаддину Билялю говорил: «Арихна биха я Биляль», дай нам отдохнуть в этом намазе, о Биляль, то есть скажи азан, скажи камат. Да, намаз — это и есть услада очей верующего, услада очей мусульманина, где он находит успокоение. А лицемеры же, они встают на намаз с ленью, не хотя. Да, то, что намаз их отделяет от их мирских забот, от их работы, от их торговли, от тех забав и игр и наслаждений, которыми они занимаются. И они, опять намаз там, да, и таким образом они относятся к нему. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Они встают на намаз лениво, и показывая это людям, и еще одно качество, дорогие братья, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. И они поминают Аллаха лишь мало, редко. Зикр делают. Поминание Аллаха Субхану ва Тааля делают редко. Это из качеств лицемеров.
А мусульманин же верующий, его язык не должен высыхать от поминания Аллаха. Зикры постоянные, утром, днем, вечером, перед сном, ночью, когда проснулся. И в завершение приведем хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он упомянул еще 4 качества лицемеров. Еще 4 качества лицемеров. И говорит: «Арба'ун ман кунна фихи кана мунафикан халиса». 4 качества, если в человеке они есть, то он является чистым лицемером. Но если же в нем есть одно из этих 4 качеств, то значит, там есть одно из качеств лицемерия. «Ида тумина хана», когда ему доверяют, оставляют что-то доверенное, он предает. Амана. Не выполняет, да, ему доверяются, да, он говорит, сделаю, обещает и так далее, но при этом он предает, не совершает этого. «Ваида хаддата кадаба», и когда он говорит, он лжет, он обманывает. «Ваида ахада гадара», если он заключает договора, он нарушает эти договора, он не выполняет свои договора. «Ваида хасама фаджара», и когда он спорит, когда припирается с кем-то, он приступает все границы, приводит в свою правоту различные доводы, даже лживые доводы, лишь бы оказаться правым. Ему не нужно правильное решение со стороны шариата, ему нужно, чтобы он был прав. И для того, чтобы быть правым, он может приступать все возможные границы. Вот эти есть еще 4 качества лицемерия. Помимо этого, конечно же, в Коране и хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, еще другие качества есть. Да, мы же постарались упомянуть, да, основные, самые часто встречаемые. И в завершение Аллах субхану ва тааля что говорит о лицемерах? «Уляика аллазина иштарау ад-далалата биль-худа». Они те, которые продали верное руководство за заблуждение. У них была возможность уверовать. Они были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Они были в числе верующих. Но они это обменяли. Они не захотели этого, они обменяли это на заблуждение, на богатство этого мира, на стремление к этому миру. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. И вот эта их торговля, она не преуспела. Эта их торговля не принесла им прибыли. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. И они не являются последователями прямого пути. На этом мы, иншаллах, на сегодня завершим. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху